Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Такое адчуванне, што апошнім часам улады робяць усё магчымае для таго, каб пратэсныя настроі ў беларускім грамадстве не сціхалі. То мірных пратэстоўцаў АМАП паб'е, то суд потым судзіць пабітых, а не тых, хто іх пабіў. То затрымаюць журналістаў, то разгоняць студэнтаў, то не пусцяць Тадеуша Кандрусевіча ў Беларусь, які мае беларускае грамадзянства. Усё гэта дае падставы для ўсё новых акцый пратэсту, да якіх далучаюцца ўсё новыя часткі беларускага грамадства. Чым адметная псіхалогія сыходзячай улады і ці можна так гаварыць менавіта пра беларускі рэжым? Новыя тэхналогіі і пратэсты ў Беларусі. Ці ёсць паміж імі нейкая сувязь і ці можна казаць, што пратэстоўцамі маніпулююць з-за мяжы? Пра гэта ўсё мы зараз і пагаворым з маім госцем у студыі. Я, каб не пераблытаць, просто назову намеснік старшыні экспертнай рады па сацыяльна-эканамічных, гуманітарных і сацыяльных навуках Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях, эксперт Рады Еўропы, сябра Асацыяцыі псіхалагічных навук, прафесор Владимир Янчук. Добрый день, спадар Владимир. Добрый день. Штосьці ўсё адно неправільна сказаў. Ну, я, опять-таки, уже просто член экспертного совета. Ну, и сразу буду говорить о том, что я буду говорить по-русски. Я володаю белорусской мовой, але так здарылася, что я народился у семьи войсковца, тому моя социализация была у Грузии, и мову я не выучал. И к тому же я сторонник трехязычия. Долго занимаючись межкультурными отношениями, я всегда исходил из такого представления, чем больше языков, тем лучше. Цалкам з вами згодны. Дарэчы, вось тое, што я пералічыў усе ваши, скажем так, рэгаліі, гэта добра, калі 1/10 частка ад усяго. Але давайте вось на час нашага эфіра паспрабуем, як кажуць так, абстрагавацца і вось уявім сабе, што перада мной вось просто псіхолог. І вось з пункту гледжання чыстай псіхалогіі абмеркаваць вось гэтыя усе пытанні. Магчыма, найперш две асноўныя тэмы, пра якія мы з вами гаварылі, гэта псіхалогія сыходзячай улады і псіхалогія пратэстаў. Вот основное, что зараз нас цікавіць найперш. Дмитрий, я прекрасно понимаю, опять-таки, куда я пришел, для чего я пришел. И, в принципе, допустим, чистым психологом я не могу быть по простой причине, я и не хочу им быть. Почему? Потому что мне не хотелось бы сразу углубляться в некое специализированное знание. Я гражданин этой страны. Опять-таки, я люблю эту страну, я уроженец этой земли, опять-таки, условно, с теми оговорками. Почему? Потому что я уже человек в возрасте, и тогда мы были все советские. И тогда мы как-то не дифференцировались, но, более того, я, опять-таки, человек, поездивший по миру, а для того, чтобы оценивать нечто, вообще желательно выехать за пределы этого своего замкнутого пространства. У меня в багаже больше 80 стран. Причем, опять-таки, как исследователь, это не турист, который смотрит вот так вот и утопает в магазинах. А это человек, живущий, опять-таки, в этом доме, ходящий в этот магазин, общающийся с этими гражданами и, опять-таки, понимающий это тонкое, опять-таки, очень сильно отличающее. Свобода и не свобода. Ну, кстати, у меня есть сайт на Фейсбуке, точнее, блог я веду на волонтерских началах, который называется «Диалоги с профессором Владимиром Янчуком». И не так давно я вывесил пост, почему человек свободный всегда добьется большего, чем человек, условно говоря, не свободный и устрашенный. И я советую, в том числе слушателям, познакомиться с этим содержанием, где я пытаюсь опять-таки дать эту оценку происходящего. Оно ведь не свалилось сегодня. Оно имеет свои достаточно серьезные корни еще в то советское время, опять-таки, в ту структуру власти, опять-таки, когда было некое подобие власти, а была администрация президента. И администрация президента, не администрация президента, а когда было ЦК. Так, и это ЦК, опять-таки, занимало очень любопытную позицию. В каком плане? Оно вроде было, а вроде бы не было.
формально принимали решения, опять-таки, принимала решение вроде исполнительная власть, а на самом деле без согласования с ЦК ни одно решение не принималось в принципе. Но это является одним из очень серьезных оснований того, что происходит. Это стояние в стороне и безответственность. Безответственно за содеянное. А потом, когда существует система, что кто-то принимает решение, но не отвечает за содеянное, тогда и возникают вот эти основания для различного искривления. Ну и дальше сегодня мы начали сталкиваться именно с этим, так, с проявлением того, что кто-то принимает решение, а вообще-то отвечать за эти решения вообще-то даже неведомо, опять-таки, кто должен. И, допустим, еще одна особенность, допустим, ну, вот той структуры власти, а я ведь еще был при Малафееве, при первом секретаре ЦК, и я с любопытством наблюдал вот такую особенность, когда, опять-таки, вот эта фигура выходит на какой-то первый план, опять-таки, она занимает какую-то позицию, и одновременно она не отвечает за происходящее. Так, то есть она живет своей жизнью, она живет в каком-то вот в этом изолированном пространстве, она опять-таки, ну, вроде бы указывает, но не отвечает. А когда ты не указываешь, и более того, еще одна особенность, такая очень серьезная на самом деле особенность, когда опять-таки все слушают команды. Это вот мы называем авторитарный. Ну, кстати, наш глава, опять-таки, во время встречи с председателем суда, ну, немножечко посыпал голову пеплом и сказал, что у нас есть элементы авторитаризма. Ну, здесь надо честно говорить, что это страна авторитарная. Дальше. Авторитарное решение строится по пирамидальному принципу. Ответственность возлагается наверх. Так, ну и в принципе, опять-таки, в этой пирамидальной схеме человек, принимающий решение, вообще-то, по идее, должен отвечать, но он не отвечает. Ну и дальше возникает, ну, такая любопытная, уже психологическая составляющая. Вот нынешняя ситуация для меня очень показательна для вот этой харизматической теории Фрейда. Когда иерарх, глава, еще кто-то стоит вверху, опять-таки осознавая, ну, будем говорить так, свою всевластность, и очень снисходительно относится вот к тем, кто внизу. И опять-таки он понимает, что все те, кто внизу, опять-таки, они недостойны. Они просто никогда не дорастут до этого уровня, а коли они не дорастут до уровня, ему вынужденно приходится нести на себе терновый венок. И опять-таки все время сокрушаясь, почему? Потому что вот эти внизу, они недостойны. И они все время совершают ошибки, которые лидер должен исправлять. Это вот типичная вот такая, допустим, я всегда, опять-таки, восхищался гением Фрейда в описании вот этих таких бессознательных процессов. Ну и одновременно, допустим, то, что происходит сегодня, меня радует. Радует не вот эти, допустим, вот эти сложные, так сказать, вот эти очень эмоционально, экзистенциально переживаемые события, а я очень радуюсь, знаете чему? Обретению идентичности. И вот я видел вот эти хаотичные попытки обретения идентичности в виде обращения, допустим, к тому же языку, еще к чему-то. А для меня идентичность – это люди, живущие на этой земле, опять-таки дорожащие этой землей, и опять-таки стремящиеся к тому, чтобы на этой земле был общий дом, в котором хорошо всем живущим, не отдельным лицам. Я, например, вчера узнал, что я урка. Почему? Потому что все граждане республики вдруг поделились на две категории – прикорытники и урки. Так вот, я отношусь к уркам. Правда, опять-таки, у меня сразу возникла ассоциация на примере, кстати, Латушка. И я многие вещи по отношению... У меня к нему было очень непростое отношение. Многие вещи я переоценил. И опять-таки, у него очень вот такой показательный транзит из прикорытника в урки. Так, это вот перспектива, которая на самом деле является реальной. Так, и, в принципе, и, допустим, и остальные прикорытники должны осознавать, что перспектива вот такая. Прикорытие нормально, как только ты совершил какие-то неожиданные движения, у тебя вообще такая перспектива очень такая интересная, любопытная. Стать уркой со всеми последствиями. Ну и для меня это было крайне печально. Вот, собственно говоря, я-то человек не политизированный. Я никогда не видел себя в политике, никогда, опять-таки, вообще не испытывал никаких политических амбиций. Хотя человек заметный. Заметный, опять-таки, заметный не благодаря чему-то, а благодаря себе. Вот все то, чего я достиг, это сделал я, I'm handmade. Вот есть такое вот на русском и белорусском нет такого. Зробив себе сам. Да, человек, сделавший себя сам.
и завоевавший авторитет, опять-таки, себя сам. Ну и, смею вас заверить, вот я был экспертом Евросовета достаточно длительный промежуток времени, в частности, по проблематике вот этого формирования демократического гражданства Евросоюза. И поверьте, на заседаниях Совета я не молчал, а я высказывал критические замечания по поводу того, как формируется вот это гражданство европейское, демократическое. Я высказывал как профессионал вот те особенности и те, с моей точки зрения, опять-таки, как профессионала, недочеты, которые присутствуют в этом процессе. Правда, была любопытная реакция. Ко мне бежал председательствующий на собрании, не представитель власти, а председательствующий на собрании, и говорю: Владимир Александрович, спасибо большое за ваши критические замечания. Мы обязательно учтем это. И он меня сразу же связывал со всеми людьми, которые, опять-таки, готовили проект решения. И я вел длительную дискуссию по поводу чего-то. И, в принципе, эта дискуссия как раз сопровождалась чем? Взаимоприемлемым решением. Вот чего я не вижу. Вот я вижу сегодня только призывы к диалогу, но диалога нет. Это монолог, с одной стороны, который говорит: либо вы меня слушаетесь, либо нет. Вот, до речі, вибачаюся, што я вас пераб'ю, але вот псіхалогія сыходзячай улады. Вот вы ў гэтым спецыяліст. Але ці можна пра вот сённяшнюю беларускую ўладу, пра рэжым Лукашэнкі казаць, што ўжо сёння гэта сыходзячая ўлада? Знаете, я использую другой термин – деформация власти. И я говорю о деформации власти, опять-таки, когда деформация, проявляющаяся в чем? Ну, во-первых, в идентификации себя со страной. Так, власть – это я. А точнее, даже не власть, а, так сказать, это я. А дальше рассмотрение любых посягательств, как посягательств на страну. Ну, а, допустим, когда вы идентифицируетесь с чем-то, и когда вам в этой роли, в общем-то, неплохо, честно говоря, так, ну, у вас есть комфорт и прочее, вам, конечно, жалко терять. А коль вам жалко терять, то, в принципе, вы сопротивляетесь. И здесь я понимаю, опять-таки, почему, какая перспектива. Либо жить в этом пространстве, либо, опять-таки, жить в пространстве немножечко другом, отличном. Я не буду уточнять, в каком. А в том пространстве придется и отвечать за нечто. Поэтому, естественно, допустим, вот эта схема, она реализуется на практике. А второй момент, на который я хочу обратить внимание, допустим, на который не обращают многие, что, допустим, коль я идентифицирую себя с чем-то, вот не случайно, когда вы выйдете в мой блог, опять-таки, вдруг увидите такое понятие, как быдло. Оно не всем, опять-таки, понятно, допустим, а быдло – это скот. А как скотом управлять, извините? Очень просто, опять-таки, либо допускать к корыту или нет, либо вообще-то нещадно что? Наказывать. Вот вам простая схема. И когда я ухожу, опять-таки, у меня в арсенале-то нет диалога. Ведь чего ждет общество от власти? Оно ждет извинений. Чего оно ждет? Оно ждет откровенного разговора. Так, оно ждет признания ошибок. Так? Вот это напрягает общество. Ну и, в принципе, самое-то главное, что напрягает общество, это, опять-таки, безответственность. Так, и я всегда говорю о чем? По существу это же борьба добра и зла. И моральность, и аморальность. Вот почему, опять-таки, невзирая ни на что, допустим, свободный человек борется ведь не за язык, борется не за что-то, а он борется о чем? За что? За моральные принципы. Так, и вот я сегодня как раз перед приходом к вам прочитал любопытное интервью Александра Квасневского. До речи, я про его хотел сказать. Да, вот, допустим, и я внимательно прочитал, опять-таки, напоминаю нашим зрителям, опять-таки, Квасневский, я не буду говорить о регалиях, что это дважды президент Польши, а я буду говорить о том, что это человек, победивший на выборах, вообще-то Леха Валенсу. Символ Польши, свободное освобождение Польши, так? И вот этот человек, победивший Леха Валенсу, сегодня дает анализ так, происходящего. Но я сразу, опять-таки, будучи, обладая вот тем европейским критическим мышлением, говорю не о том, с чем я согласен. Я у себя в блоге поместил эту статью, но у меня сразу критическое мнение. Почему? Я не согласен с одним моментом. Когда Квасневский вдруг противопоставляет, точнее, он формулирует дилемму.
дилемма очень опасная, и которая реализуется в том числе в политике европейского сообщества. Если придется выбирать между потерей суверенитета и сохранением суверенитета при нынешней власти, то Квасневский сказал: я выберу это. А я радикально с этим не согласен по простой причине. Речь не идет, во-первых, о дилеммах. Дилемма – это старое мышление. В сегодняшней логике, а логика сегодня диалогическая, она не оперирует понятиями «или-или». И Квасневский сам себе противоречит, говоря о чем? Что, допустим, по существу идет, допустим, некая, так сказать, антагонизм с чем? С европейской системой ценностей. Так вот, я сторонник европейской системы ценностей, и я говорю, что европейская система ценностей должна быть выше геополитики. И, в принципе, мы ждем поддержки не вот в этой дилемме Путин или что-то другое, а мы ждем поддержки за вот те ростки вот этого сохранения прав человека, человеческого достоинства, опять-таки, вот этого гражданского общества, вот это то, чего мы ждем от окружающих нас людей. Почему? Мы граждане этой страны, мы собираемся строить дом, в котором хорошо будет всем живущим в нем. Ну, еще на один момент я все время обращаю внимание. Вот появилось огромное количество политологов разных мастей. Многие из них находятся за пределами Отечества и учат жизни. Много там полезного, но я говорю, что человек, вообще находящийся в отдалении, он не всегда четко себе представляет, что испытывает человек, находящийся здесь, внутри. И для того, чтобы понять эти процессы, недостаточно вот такого, ну, будем говорить так, рационального взгляда. Здесь зарождается новое общество. И вот эта попытка перенесения каких-то сценариев, будь то украинский, будь то грузинский, на самом деле абсолютно неадекватно. Здесь совершенно другое. Здесь нет вот этого антагонизма, не случайно. Я обращаю, речь не идет о выборе между Россией и Европой. Здесь идет речь о национальном возрождении. Здесь идет речь о формировании вот этого демократического гражданства. Здесь речь идет о том, что народ требует уважительного отношения к себе. И народ в состоянии, опять-таки, делать этот выбор и отвечать за последствия этого выбора. Можна я вярнуся да вось гэтага інтэрв'ю Квасневскага BBC. Там ён звяртае увагу, прыгадвае пра тое, што Лукашенко ў свой час вельмі наракаў на Януковіча і казаў, што маўляў, як мог так зрабіць, калі яго прыпякло, ён кінуў сваю краіну і удраў. Вот, маўляў, я б такога ніколі не зрабіў. Ці азначае гэта, што Лукашенко будзе да апошняга, нават з дапамогай аўтамата, які вот ён там так горда трымаў у руках, абараняць і трымацца за сваю ўладу? Я вовсе не уверен, я не буду просто делиться характеристикой. У меня есть, конечно, свой портрет, опять-таки, руководителя страны, и я отнюдь не уверен в этом тезисе, но и одновременно, допустим, вот эти, как их называть, постановочные сцены, это скорее, допустим, демонстрация вот тех людей, которые формируют образ, и, в принципе, эти люди вдруг начинают на некоторых примерах, точнее, для меня, предстают в образе очень неквалифицированных людей, подставляющих в том числе своего лидера. Опять-таки, они на первой сцене подставляют его с ребенком, а вторая сцена уже без ребенка, при понимании того, что вообще-то оружие в руках ребенка – это вообще-то нарушение всяческих, будем такие, правовых и моральных норм. Поэтому есть обучение. И это оружие, опять-таки, оно же не пугает, так? Оно не демонстрирует свои силы. Почему? Потому что сила, опять-таки, не в этом. Сила, допустим, и в том числе, допустим, вот я, следя на протяжении достаточно длительного времени за руководителем страны, ведь смотрю в том числе вот эту деформацию, так? Ведь в 90-е годы это был оратор, это был дискутант, вы не знаю, допустим, вы все-таки человек помоложе меня, я видел, как он лихо боролся со Сванидзе,
с Киселевым. И понятно, что у него ресурс был в руках, но это был хороший, опять-таки, ну, действительно, так сказать, оратор. Более того, допустим, я неожиданно, допустим, увидел возвращение вот в тот образ на вот той встрече, которая произошла около Дома правительства, вот когда было довольно много людей, опять-таки, разных. Я не сторонник вот того тезиса о том, что вот это люди, которые насильно привезены и так далее, разные. И надо, я не сторонник вот тех цифр, которые часто называют 3% и так далее. На самом деле у главы государства есть серьезный электорат. Да, и он не столь однозначен, как можно говорить. И, допустим, человек, если он смотрит, допустим, вот, масс-медиа, так, официальные масс-медиа, а мы же должны не забывать, мы должны все время оперировать чувством реальности, ну, допустим, в том числе Еврорадио смотрит немного людей. Так, по сравнению с белорусским телевидением. Так? И, допустим, когда мы говорим, что это страна интернета, смею вас заверить, это не страна интернета. Интернет здесь не является, будем говорить, так, еще вот таким средством, которым активно пользуются. Я не говорю о доступе. А я говорю о тех масс-медийных вещах, которые приходят в сознание. Нет еще такого. Но одновременно очевидно, что большая часть населения этой страны, это было хорошо видно на выборах, она другая. Она не хочет жить так, как сейчас. Она хочет перемен. Не случайно вот этот лозунг «Мы за перемены». Причем, заметьте, в этих лозунгах нет никакого экстремизма. Так? Мы за перемены какие? Легитимные. Так, мы за перемены, которые, опять-таки, соответствуют чему? Мнению большинства. И ведь сейчас проблема-то заключается в чем? Что большинство или вроде бы неконституированное большинство, оно глубоко убеждено, что оно выиграло выборы. И речь-то идет вот именно об этом. Так? Люди требуют, опять-таки, ответа на вопрос, где наши голоса. Почему, опять-таки, здесь вот происходит эта ситуация, неверие своим глазам. Они ходили на участки, они интересовались, ведь, заметьте, это первые выборы, на которых пришло 84% с лишним. Это были первые активные выборы. Раньше они были формальные. Там я согласен с тезисом многих экспертов, которые говорят, что на тех выборах власть побеждала. Какими средствами, мы не обсуждаем, но, в принципе, она побеждала. А сейчас проблема возникла именно в этом. Опять-таки, нет уверенности, что она победила. И я, допустим, вот, в том числе дискутировал с коллегами, говорю, проблема ведь не в новых выборах. Проблема-то в чем? В легитимизации состоявшихся выборов. И давайте сделаем очень простую вещь. Я не согласен с предложением, допустим, президента Украины о том, что вот новые выборы и так далее. Нет, давайте подсчитаем голоса. Опять-таки, давайте пригласим экспертов, так независимых экспертов, и давайте откроем карты. Если при открывании карт вдруг выяснится, что проиграли, и опять-таки эти карты будут убедительны, ну все, тогда остается что? Пожать руку и сказать, все, мы согласны на этот промежуток времени. А вот если карты крапленые, тогда уже опять-таки проблема. Проблема доказательства, опять-таки. И проблема ведь не в инаугурации, о чем говорят многие политологи. Что значит инаугурация? Даже можно и инаугурацию-то и сделать, опять-таки. А проблема убеждения общества в том, что основания для инаугурации легитимны. А единственным основанием является подсчет голосов, с которым согласится вот эта часть несогласных, и которые будут прозрачны. Если же, опять-таки, нет этой процедуры, так инаугурируйтесь или не инаугурируйтесь, опять-таки, нет чего, убеждения в легитимности. Але вот сапраўды правильно заўважаюць наши слухачы гледачы, что былі ж вось такія кадры, знайшлі, что частка бюлетэней былі знішчаныя, спаленыя ўжо, хотя по закону яны павінны захоўвацца, здаецца, 6 месяцаў як мінімум. То есть вот что подлічваць, калі нават гэтых бюлетеней Дмитрий, тут опять-таки это некий увод в сторону. Очень просто. Сожжены, нет оснований для легитимности. Так. Уничтожены, извините, нет оснований для легитимности не только Тихановской, но и избранного. Тут же ведь инициатива должна перейти к очень простому вопросу. Докажите свою легитимность. Не доказывайте нелегитимность вот тех,
А докажите свою легитимность. Бачыце, так сітуацыя это ў тым, што улада она не збіраецца нікому нічога даказваць. Вы бачылі вось рашэнне Канстытуцыйнага суда, які сказаў: да ўсё, выбары адбыліся, людзі прагаласавалі за Лукашенко, і не дурыце нам галаву са сваімі тут падлікамі, перепадлікамі, новымі выбарамі. Все законно, все правильно. Ну, Дмитрий, я на ваш вопрос отвечу очень просто. А тогда, допустим, вот эта часть несогласных и протестующих вообще не будет согласна с чем? С утверждениями этой стороны. И опять-таки поставят вопрос, допустим, о вообще-то доверии к чему? К вот этим системам, которые говорят, что не было, что было тому, чего не было, в чем не убеждена вот эта составляющая. Ведь и суд избирается, так? Вообще-то вот этими. И вообще-то высший орган – это что? Это граждане этой страны. И этих граждан страны надо убеждать, не ссылаясь на решение Конституционного суда, а предоставляя фактуру. Так? Вот она, реальная фактура. Для чего? Которая говорит: да, все состоялось, ну что ж тут. І як у такім, вот, скажем, такой ситуации далей суіснаваць вось двум таким параллельным сусветам? Адныя сцвярджаюць, што не, вот мы тут выиграли, я Лукашенко с элегантной чарговой перамогай, другие кажуць: а мы не верым, мы не лічым цябе легітымным. И вот что быть? Очень просто, опять-таки, показывать свое несогласие, демонстрировать, но эксклюзивно белорусским методом, находясь в этом правовом поле, не выходя за эти рамки, опять. Вот вам, пожалуйста, найденные прекрасные формы. И я, допустим, за большое количество лет начал гордиться тем, что я гражданин Беларуси. В частности, вот, общаясь с российскими коллегами, и, кстати, они ведь смотрят сейчас, вот эти все подковерные вещи, опять-таки, они связаны, что на самом деле проблема это не только наша. Проблема-то шире, она станет и перед российскими избирателями в каком-то времени. Так? И эта проблема тоже связана с легитимностью. Так за что я горжусь? Они смотрят на нас, и они смотрят на вот этих людей. А за что борются эти люди? А эти люди борются не за перемены ради перемен, они борются за достоинство, за честность, за справедливость. Допустим, там дилемма-то простая. В урок превращаться? Или съезжать, так? Или еще что-то. Допустим, зачем съезжать гражданину, который хочет построить дом для всех живущих в нем? Так? И, в принципе, допустим, вот эти граждане должны демонстрировать свое несогласие. И смею вас заверить, я, как человек, разбирающийся в этих вопросах, говорю, что, допустим, это процесс уже запущенный, джин выпущен из бутылки. И вот такими кнутовыми методами процесс не решится, и сейчас просто идет проверка на прочность. Так, сдадитесь, не сдадитесь. И вот ваша бачанне гэтай сітуацыі. Мне пастаянна тэлефануюць калегі з замежных СМІ, і першае пытанне, якое яны задаюць: якое ваше адчуванне? Стихаюць пратэсты? Нет, не стихают. Они вызревают. Вот, допустим, то, о чем я тоже часто говорю, допустим, мы привыкли к чему? К быстрому решению вопросов. Так, к переходу вот такого мгновенного из одного качества в другое. Вот такого не бывает. Это не 17-й год, это не нечто, а это ситуация современного дня. И тоже гражданское общество, оно должно вообще-то сформироваться. Оно должно созреть. И, в принципе, коль дрожжи уже запущено, оно будет созревать, оно будет находить некие формы. И я с удовольствием, допустим, замечаю, допустим, вот те креативные формы, которые решение задач, которые ставятся властью. Еще раз рекламирую вот эту свою статью, точнее, свой пост по поводу преимуществ свободного человека над человеком несвободным. Оно креативит. Ну, допустим, вот эти фигуры, выключенные из процесса, раз, объединяются 3 девушки. Так? Классное решение? Классное решение. Допустим, еще какая-то проблема. Раз, включается креатив. Почему? Человек свободный, он творит. Человек несвободный копается в чем? В копилке имеющегося опыта, в силу, опять-таки, вот этой деформирующейся власти, опять-таки, ну, я не буду комментировать, опять-таки, вот этот творческий потенциал, он очень ограничен.
улада ну я не ведаю, можа быть яны сапраўды перакананыя ў гэтым, але нам яны сцвярджаюць, што усімі пратэстамі маніпулююць праз тэлеграм-каналы нейкія куклаводы з-за мяжы, з Польшчы, з Чэхіі, там яшчэ невядома адкуль. Яны сапраўды ў гэта вераць, і калі яны ў гэта вераць, ці здольныя яны прислухацца да гэтых людзей, якія выходят на акции? Дмитрий, знаете, проблема на самом деле более серьезная. В каком плане? Допустим, вот та пирамида власти, о которой я говорил, она вообще формирует некое, ну, как я его называю, спецзазеркалье. Или житие в спецколпаке. И если бы человек не очень современный, если вы не пользуетесь интернет-ресурсами, если вы не знаете, что такое компьютер, вообще вам сложно верифицировать. Вы, допустим, у вас формируется представление о том, что происходит за пределами вот этого изолированного пространства по отчетам. Я на что говорю? Отчеты вообще пишутся конкретными людьми. Опять-таки, конкретные люди вообще вас знают, очень хорошо знают. И опять-таки они прекрасно знают, что вам можно давать, а что вам можно не давать, указывая на какие-то приоритеты. И вы можете глубоко быть убежденным, что да, действительно, вот эти враги. Но, правда, я сразу говорю, что, допустим, на самом деле, во-первых, далеко не все слушаются врагов, в силу того, что они вообще и не знают о чем-то. А проблема вот в этой внутренней свободе. Это люди протестуют не вот по этим палочкам, не по этим кнопочкам, а на самом деле они исходят из своих внутренних убеждений. Они выходят из несогласия. Так им не нравится, что выхватывают. Им не нравится, что на них давят. Им не нравится, что с ними их не слушают. Вот это, наверное, основное. Так что к ним не прислушиваются, к ним относятся по-хамски. И разговаривают с ним по-хамски. А я прекрасно понимаю, что, допустим, человек культурный никогда не будет пользоваться таким лексиконом, адресованным, вот, допустим, что лично у меня вызывает чувство протеста. Когда я слушаю оскорбления, я воспринимаю это как оскорбление в собственный адрес, когда меня называют, опять-таки, извините, уркой, я вообще-то понимаю, что это посягательство на мое человеческое достоинство. И, извините, я и отношусь к человеку, посягающему на мое человеческое достоинство, соответствующим образом. Вот мне ўсё ж таки хацелася б ваше бачанне развіцця сітуацыі, як яно магчыма, тому что вот вы сказали про тое слово, что вот ён наверсе, а тыя, хто там далей ніжэй, яны просто не вартыя яго увагі, з кім я буду гаварыць. І это вот, скажем, у дачыненні да координацыйнай рады. Вот з кім я там буду гаварыць? С этой флейтисткой Колесниковой? Ці там з гэтым віцэ-прэзідэнтам ЕПАМа Багрыцовым? Я ж тут целый вот Лукашенко, а вы там кто такие? И вот як может развиваться далее ситуация? Очень просто, опять-таки. Но, во-первых, хочется или не хочется, это представители. Так. Опять-таки, вопрос легитимности – это искусственный вопрос. Ну, допустим, вопрос здесь возникнет 5 ноября, вообще-то вопрос возникнет. Угу. Да, и тогда это будет уже такая сложная вещь. Это будет вот тот контекст, о котором я говорил. Так? Нелегитимности и той или иной стороны, опять-таки. А формы могут быть разные. Это может быть и собрание, это может быть еще что угодно. И я всегда говорю, было бы желание говорить. И, допустим, вот есть координационный совет, ведь, допустим, функция это координационного совета не принятие властных решений, а ставится вообще-то всего 2 вопроса. Ну, а дальше вообще-то есть еще одна легитимная фигура. Отгадайте, какая? Вообще Светлана Тихановская. Угу. Да, вот если говорить тут же о полюсах, то тут 2 простые вещи вообще-то. Так, есть 2 участника, очевидных лидера вот этой избирательной гонки, и вообще-то докажите Светлане Тихановской, что она не избрана. Предъявите фактуру. Так? И на чем настаивает Тихановская? Опять-таки, на очень простых вещах. Убедите меня, что я проиграла. Так, а дальше, если нет убеждения, то давайте тогда организовывать следующий выбор. Поэтому вот если все эти вещи, допустим, как-то группировать вообще-то и освобождаться от вот этих частностей, освобождаться от дискуссий по поводу организации партии и так далее. Ну, допустим, Координационный совет по сравнению с Тихановской не обладает чем? Легитимностью не обладает. Так это собрание людей. Но вообще-то в здоровом обществе, в нормальном демократическом обществе, любая группа людей,
Насколько я понимаю, в Координационном совете довольно много людей, и эти 4000 человек вообще-то могут ставить вопросы. А задача власти убеждать представителей вот этих 4000 человек в чем? В том, что оно обладает легитимностью. Так что здесь все просто, и можно найти формы какие угодно. Другое дело, что эти формы могут сразу же, так сказать, используя, ну, по крайней мере, обращаясь к старому ресурсу, ну, будем так представить, в форме всенародного собрания, в форме еще что-то трудовых коллективов и так далее, и так далее. Но у нас есть история вообще-то всенародных собраний. Допустим, проблема-то не в названии вот этого органа, а проблема в доверии этой части населения, которая считает, что голоса были неправильно подсчитаны, в доверии к вот этой структуре. На сегодняшний день вот структура договаривается с Тихановской, так? Договаривается, и Координационный совет выступает. Я понимаю, что происходит вхождение в роль. И Координационный совет, опять-таки, ну, я не видел, правда, оснований для этого, начинает, ну, будем говорить так, вдруг присваивать, правда, я не видел оснований для присвоения этих каких-то полномочий. Настаивает на чем? На двух вещах, так? Первая вещь, опять-таки, убеждение в легитимности, а вторая вещь, извините, ответственность за что? За вот эти факты. Ну, я сегодня столкнулся, опять-таки, ну, вот с такой информацией, ну, она очень любопытна, когда не заключаются, точнее, не возбуждаются уголовные дела. Почему? Нет экспертиз. Извините, сказка. Сказка про серого бычка. Вообще-то попадание человека в больницу должно сразу же вызывать следствие. Экспертиза должна приезжать в больницу. Не человек должен обращаться к экспертам. Вообще-то эксперт сразу же должен ехать куда? В больницу и проводить акт экспертизы. Что всегда в правовой системе, опять-таки, должно присутствовать. Да, я выбачаюся, але нам трэба завершаць. І на заканчэнне, коротко, вот все-таки ваше меркаванне для захавання сваёй улады. Рэжым пойдзе на тое, каб распачаць сапраўды вайну со сваім народам. Ну, будет пробовать. Но я думаю, что не пойдет. Я думаю, что, опять-таки, ну, тем более, опять-таки, сейчас же приходится договариваться и с еще одним соседом. Соседу крайне нехорошо, чтобы были какие-то вот такие, будем так, серьезные издержки, связанные с будоражением общественного мнения. Соседу, в отличие от нас, мы маленькая страна. Так очень неприятно. Почему? Потому что вообще-то он с миром сотрудничает. И он может, так сказать, и мускулами бряцать, и еще что-то, но вообще ему надо выступать в мире. И сосед прекрасно понимает, допустим, о тех последствиях, которые могут ждать. Так? В связи с вот этими мускульными движениями. Поэтому я не думаю, это пока страшилки. Сдасть Лукашенко незалежность краины Москве ці не? Не, ну тут вопрос такой риторический. Знаете, вот то, о чем я говорил. Я государство. Так себя... Нават под погрозой страты вот улады? Да, тут я вам скажу, что государство это такое. Так сказать, если действительно будет угроза, ради бога. Правда, здесь есть любопытная особенность какая. Эта страна уже не сдаст. Вот я сошлюсь на вчерашний диалог с моими российскими коллегами, которые говорили, вот хорошо, объединимся, будем единой страной. Я говорю, нет, дорогие, давайте жить по отдельно и давайте будем друзьями. Давайте жить домами, дружить домами. Да, и я говорю, между хорошими соседями могут быть очень хорошие, ну это вообще, я много занимаюсь метатеоретическими вещами, я всегда сторонник какой. Если мы разные, мы взаимообогащаем. А если мы одинаковые, мы деградируем. Дякую вялікі. Ну что ж, вось такая добрая навіна ад профессора Владимира Янчука, что все ж таки на кроў хутчэй за ўсё будзе спрабаваць, не пойдзе, ну а незалежнасць мы самі не здадзім. Дякую вялікі. Профессор Владимир Янчук, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайте і глядзіце нас.